Мы вошли, пастор подошла и сказала, если у вас есть какое-то слово, поделитесь. Mēs ienācām un mācītāja teica, ja jums ir kāds vārds, tad padalieties. И это навело меня на... Бог дал мне слово. Un Dievs man deva vārdu. Но мы привыкли из всего извлекать такой дидактический, назидательный смысл. Un mēs no visa esam pieraduši izvilkt tādu didaktisku, mācošu būtību. Чтобы научаться от чего-то. Lai mācītos kaut ko. Каждый из нас с вами, часто мы приходим в церковь, чтобы получить в церкви что-то. Un bieži mēs nākam uz Dieva namu, lai kaut ko saņemtu. Ответы какие-то, Atbildes kaut kādas, dziedināšanu, благословение, svētību kaut kādu. пообщаться с Богом и друг другом. Lai būtu satraucībā viens ar otru un ar Dievu. Но Бог в своем слове сказал, Bet Dievs savā vārdā ir teicis, когда собираетесь вместе, kad sanākat kopā, у каждого из вас tad katram no jums должно быть слово, ir jābūt kaut kas, псалом, tātad vārdam, vai Истолкование, psalmam, vai откровение. tūkojumam, atklāsmei. То есть Бог говорит, что мы должны приходить в церковь для того, чтобы отдать. Un Dievs saka, ka mums ir jānāk uz Dieva namu, lai kaut ko atdotu. И это не только для Латвии, Un tas nav tikai priekš не только для Latvijas. Украины, Tas nav tikai priekš Ukrainas. это для каждой церкви по всему лицу земли. Tas der katrai draudzei šīs zemes virsū. Бог не зря говорит, чтобы мы и шли и делали все народы учениками. Un nevelti Dievs saka, lai mēs ietu un darītu par mācekļiem visas tautas. Не только латышский народ, Ne tikai не latviešus, только украинский народ, ne tikai ukraiņus, но всех делали учениками. bet visas tautas darītu par mācekļiem. Кто такой ученик? Un kas ir māceklis? Учеником не может быть младенец. Māceklis nevar būt zīdainis. Учеником может быть подросток, но в христианском смысле подросток еще не вполне ученик Иисуса Христа. Un tātad pavisam maziņš zīdainis nevar būt Kristus māceklis. Un kristietībā māceklis var būt jauneklis, kurš, я извиняюсь, я последний смысл Ничего страшного. потеряла. В христианстве ученик это еще... А я уже побежал дальше. А я уже забыл, что я сказал. Jā, tātad kristietībā māceklis nav pusaudzis. У него другое значение у этого понимания ученик. Vārdam māceklis kristietībā ir cita būtība. Ученик это тот, который посвятил себя чему-то. Māceklis tas ir kaut kas, kas ir nodevies kaut В kam. данном случае учению Иисуса Христа. Dotajā brīdī Kristus mācībai Распространению Его благой вести. izplatīt viņa brīnišķīgo vēsti. Но не только слово, Bet ne tikai ar vārdiem, но демонстрацией Его силы. bet ka viņš demonstrē to ar, ka tas notiek viņa spēka, viņa Силой spēkā, Святого Духа. svētā gara spēkā. И поэтому нам нужно Un tāpēc не mums только vajag приходить в собрание, чтобы получить, ne tikai nākt uz sapulcēm, lai saņemtu kaut ko, но мы должны вырастать от младенчества bet mums no tādiem maziem zīdaiņiem ir jāpieaug в полноту возраста Христова, написано так. Kristus pilnībā. Для того, чтобы не только питаться от братьев и сестер, Tāpēc- от Писания, Tāpēc, lai ne tikai barotos, uzņemtu no brāļiem un māsām un no rakstiem, bet arī, но сначала возрастая до равноправия с нашими братьями и сестрами, равного ja, возраста, bet no sākuma mēs šajā briedumā pieaugam, kļūstam tādi paši kā brāļi un māsas. чтобы Briedumā служить друг другу lai varētu дарами, kalpot viens которые otram нам Бог доверил, вложил в нас. ar tām gara dāvanām, kuras Dievs mūsos ir И ielicis. потом возрастать дальше. Un pēc tam pieaugt tālāk. Для того, чтобы находить младенцев, которым мы можем служить. Lai varētu atrast jau tādus zīdaiņus, nenobriedušus Jēzu Kristu, kurus mēs varam tālāk Уже mācīt un питая pamācīt. их молочком Lai barotu viņus ar pienu и помогая garīgu им вырасти в полноту un возраста Христова. palīdzēt viņiem pieaugt Kristus pilnībā.
Бог не только от пастора этого требует, Un Dievs neprasa to tikai no mācītājas, не только от старейшин церкви. ne tikai no draudzes vecajiem. Он видит в каждом из нас ученика Иисуса Христа. Viņš katrā no mums redz Jēzus Kristus mācekli. И тот, кто согласится идти по этому пути, Un tas, kas ir saskaņā, lai ietu pa šo ceļu, тот получит от Господа все необходимое для tas этого. dabūs no tā kunga visu nepieciešamo, kas ir vajadzīgs šim Это не ceļam. говорит о том, что Бог у кого-то или кому-то что-то не додал. Un tas nenozīmē to, ka Dievs kaut ko kādam nav iedevis pietiekošā daudzumā. Но Он каждому приготовил все необходимое Bet viņš katram ir sagatavojis visu для nepieciešamo того, šim чтобы ceļam. были реализованы те дары, которые Он дал каждому из нас. Lai īstenotos visas tās gara dāvanas, kuras viņš katram no mums ir paredzējis. В мире люди ищут счастье. Šajā pasaulē cilvēki meklē laimi. Кто-то находит его в деньгах или думает, что нашел их в деньгах. Kaut kas atrod to naudā, vismaz domā, ka to ir Кто-то atradis находит это naudā. в работе, Kāds to atrod darbā, кто-то во власти, kāds varētu to кто-то в atrast, каких-то других вещах. un vai kādās citās lietās. Но это наше человеческое понимание счастья. Bet tā ir mūsu tāda cilvēcīgā izpratne par to, kas ir laime. Оно ограничено. Un viņa ir ļoti ierobežota šī Божий izpratne. план для каждого из нас, он совершенен. Dieva plāns priekš katrai viena no mums ir pilnīgs. Его невозможно улучшить. Viņu nav iespējams uzlabot. Я думаю, что даже невозможно приблизиться к этому плану, если ты не получишь его непосредственно от Господа. Un es domāju, ka pat nav iespējams kaut drusku pietuvoties šim plānam, ja vien Dievs pats tev to tieši nedod. И Amen. поэтому мы понимаем уже, что полнота счастья – это в исполнении совершенного, самого лучшего Божьего плана для моей жизни. Un tāpēc mēs jau skaidri saprotam, ka mūsu dzīves pilnība un laime ir dzīvot īstenojot šo Dieva īsteno, patieso un brīnišķīgo plānu. Kaut kā tā. А поэтому нужно узнать нашего Господа близко, Un tāpēc, lai tajā dzīvotu, mums ir tuvu jāiepazīst mūsu узнать, kungs, что Он приготовил для меня, jāuzzina, ko viņš ir sagatavojis man, кем Он видит меня kā viņš mani redz, kas es esmu сегодня и каждый день моей жизни. šodien un katru manu dzīves dienu, И послушаться, согласиться с Его планом и исполнить его. un paklausīt, būt saskaņā ar viņa plānu un to piepildīt dzīvē. И тогда я буду переживать вот это сверхъестественное состояние полноты жизни, счастья. Un tad es varu piedzīvot šo pārdabisko, brīnumaino pilnību Dieva un šo patieso laimi. Это была присказка. Tas bija tikai ievads. А теперь ответ на тот вопрос, который задала мне пастор. Какое слово я вам принес? Un tagad ir tā atbilde uz jautājumu, kuru man uzdeva mācītāju, kāds tad ir tas vārds, ko Dievs man ir licis sirdī. Исайя 9:6. Jesaja 9:6. Ибо младенец родился нам, Jo mums ir piedzimis dēls. сын дан нам. Jā, jo mums ir piedzimis bērns, tulīt. Tā, Anita, laikam drusku pirms. 9:6, да. Jā, Mladeniec 9:6, man родился nevienmēr нам. skatīja daužni. Anita, man liekas, mums ar 5. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem. Это вот до конца дочитали, нет? Нет, Ага. половину. Ага, половину. Я еще раз начну, чтобы не сбиться, да? Да. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem, viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais Dievs,
mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Это такое запоздалое поздравление вам с Рождеством Христовым. Я только сейчас это понял. Es tikai tikko sapratu, ka tas ir tāds aizkavējies sveiciens jums Kristus dzimšanas svētkos. Но мы можем приветствовать этим стихом не только в дни рождественские, Bet mēs varam sveicināt viens otru ar šo pantu ne tikai мы Ziemassvētkos. можем приветствовать этим стихом друг друга каждый день. Mēs ar šo pantu viens otru varam sveicināt katru dienu. Потому что Сын Божий дан каждому из нас. Tāpēc, ka Dieva dēls ir dots katram vienam no mums. Не только для того, чтобы иметь выходные дни и возможность сходить к родственникам и увидеться. Ne tikai tāpēc, lai mums būtu brīvdienas un iespēja apciemot radus. Но Он тот дар, который покрывает все необходимые, все нужды и все даже мечты, которых мы даже не сможем мечтать. Bet viņš ir tā dāvana, kas apklāj un iemieso jebkuru mūsu vēlmi, cerību un vajadzību. Amen. Когда я этот стих нашел у себя в Библии, Kad es atradu šo rakstu vietu savā у bībelē, меня появилась подсказка, tad man radās tāds kā, что в славянской Библии там пошире как бы такой перевод. tad man ir tāds paskaidrojums manā bībelē, ka slavianskajā. Славик. Jā, slāvu bībelē, jā, редко говорю по-русски. Ничего Ka страшного. slāvu bībelē ir tāds paplašināts jēdziens šim pantam. Я буду читать короткими Un es кусочками. lasīšu tādus īsas raksturvietas. Да, и в тех кусочках, где оно изменяется, чтобы вы могли перевести. Jā, ok. Un tur, kur būs mainīts nekā tur tajā raksturvietā, lai es varu pārtulkot jums, kā tas tur ir rakstīts. Ибо младенец родился нам, Jo mums ir piedzimis bērns, сын, dēls, и дан нам. un dots mums. Владычество на раменах его. Valdība guļ uz viņa И kamiešiem. нарекут ему имя Un dos viņam vārdu Великого Совета Ангел. Ангел Великого Совета. Brīnišķīga padoma eņģelis. Чудный Brīnišķīgs советник. Бог padomdevējs, крепкий. varens dievs, Властелин. mūžīgs valdnieks, Князь мира. miera ķēniņš, Отец будущего века. tēvs nākamajam laikmetam, Ибо приведу мир князьям, jo atnesīšu mieru valstībām, мир и здравие его. mieru un tā labsajūtu. Вот такое вот расширенное как Jā. бы. Šī ir šī panta paplašinātā versija. Когда я это увидел, я понял, это уже несколько проповедей сразу. Un tad, kad es to ieraudzīju, es sapratu, ka šeit jau ir vairāki sprediķi. Но я думаю, что главное, что Бог хочет сегодня здесь вам сказать, Bet es domāju, ka galvenais, ko Dievs grib jums šodien šeit pateikt, что Сын нам дан, ka mums ir dots dēls, как князь мира, kā miera valdnieks, как тот, который приводит мир князьям, kā tas, kas ienes mieru valstī, который приносит шалом kurš atnes šo šalom, и mieru здоровье un Божье veselību un dievišķu veselību. на всякое место, Jebkurā vietā, во всякое время, jebkurā laikā, куда бы ни приходили не только Дима и Ира, lai ne tikai tajā vietā, kur ierodās Ira un Dzima, не только пастор, ne tikai tur, kur mācītāja Gunta не ierodās, только старейшины ne церкви, tikai draudzes vecēji, kur ierodās, но также каждый из рожденных свыше верующих. bet jebkurā vietā, kur ierodās no augšienes piedzimis Dieva bērns. Мы с вами носители этого шалома. Mēs esam šī šalom, šī miera nesātāji. Мы с вами имеем служение и слово примирения. Mums ir šī kalpošana un mums ir tāda samierināšanās. И
dāvana. И Jā, повсюду, dota. куда вы идете, Un вы jebkurā vietā, kur несете jūs в себе dodaties, этот jūs мир, nesat sevi šo mieru. этот шалом. Šalom, miera nesēju. Другой перевод шалома Vēl cits tulkojums šim это vārdam когда šalom. все на месте, Tas ir tad, kad viss ir savās все vietās. хорошо, Viss ir labi. нет ничего поврежденного, Nav nekā sabojāta. нет никакого недостатка. Nav kaut kādu trūkumu. И представьте себе, это все в каждом из нас. Un iedomājieties, šī visa pilnība ir katrā vienā no mums. Иногда приходят люди и говорят, вот у меня там соседи что-то там колдуют, еще что-то, и это отражается как-то на мне. Un dažreiz atnāk cilvēki un saka, ziniet kā, man kaimiņi, viņi kaut kā būrās un ņemās, un tas kaut kādā veidā mani ietekmē. Нам нужно помнить, что тот, кто в нас, он больше Bet всего. mums ir jāatcerās tas, ka tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā tas, kas ir Его pasaulē. мир и шалом, который находится в каждом из вас, Viņa miers un šalom, kas atrodas katrā ikvienā no он mums, распространяется настолько, насколько вы верите в это. tas izplatās tik lielā mērā, cik lielā mērā jūs tam Если ticat. вы будете верить, что этот шалом распространяется только на ваше тело, Ja jūs Хотя бы. ticēsiet, ja jūs ticēsiet, ka šis šalom miers izplatās tikai uz jūsu ķermeni, тогда ваше тело будет здоровым. tad jūsu ķermenis būs vesels. Потому что этот мир в вас, Tāpēc, ka šis miers ir он jūsos. распространяется на физическое тело Viņš izplatās uz fizisko и ķermeni приводит его в порядок. un padara viņu kārtībā. Если вы будете верить, что этот мир распространяется на вашу семью, Ja jūs ticat, ka šis miers tālāk izplatās uz jūsu этот ģimeni, мир будет восстанавливать отношения между супругами, tad šis miers atjaunos attiecības starp Между laulātajiem отцами и draugiem, starp tēviem un dēliem, если bērniem. вы будете еще дальше возрастать в вере, Ja jūs vēl vairāk pieaugsiet этого ticībā, мира хватит на вашу домашнюю группу, tad šī miera pietiks jūsu На вашу mājas церковь, grupai, jūsu на ваш draudzei, город, jūsu на вашу pilsētai страну. un jūsu valstī. И тогда придет Иисус. Un tad atnāks Jēzus. Потому что тогда все верующие будут такие же, как вы, и они Jo tad, будут верить visi, в это. jo tad visi būs tādi ticīgie kā jūs, un viņi tam И на ticēs. землю придет то царство, о котором мы читаем в Un Писании. šeit virs zemes nonāks tā valstība, par ko mēs Поэтому lasām Bībelē. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам Сына, Tāpēc, kungs, mēs tev pateicamies par to, ka tu mums esi devis dēlu, который дал нам этот шалом, kurš deva mums šalom, который дал нам это осознание, служение, примирение. kurš mums deva šo apziņu būt par miera nesējiem И kalpošanā. дал нам понимание, как возрастать в этом мире, в этом шаломе. Un dod mums saprašanu, kā mums pieaugt šajā pasaulē un šajā šalom. Чтобы все люди, к которым Ты будешь посылать нас, Lai visi tie cilvēki, pie kuriem tu mūs sūtīsi, чтобы они видели, что мы движимы, водимы, наставлены этим шаломом. kungs, lai viņi redzētu, ka mūs vada, ka mums seko un ka mūs piepilda šis šalom. И дай нам этой благодати, чтобы принять от Тебя все эти откровения. Kungs, un dodi mums tādu žēlastību, ka mēs varam pieņemt visu šo Спасибо Тебе за то, svētību. что Ты слышишь, Paldies Tev par to, отвечаешь, ka Tu dzirdi, ka Tu и мы atbildi, принимаем это. un mēs to pieņemam. Амен. Amen. Там, где была пустота и безвидность, Un tur, kur bija tukšums un neko nevarēja redzēt, приходит его свет. nāk viņa gaisma. И мы начинаем видеть так, как он. Un mēs sākam redzēt tā, kā redz viņš. Я думаю, сейчас просто хочу помолиться за людей, которые чувствуют в своей жизни вот это состояние пустоты. Un es tagad gribētu vienkārši lūgt par tiem cilvēkiem, kas savā dzīvē izjūt šo stāvokli tukšumā. Может быть, вы перестали мечтать. Varbūt jūs esat pārstājis sapņot, Или думаете, моя ситуация такая тяжелая, она слишком затяжная. vai domājat, mana situācija ir tik sarežģīta, viņa jau ir tik ļoti ievilkusies, И я от этого устал. ka es jau esmu noguris no tās. И никакого вида в перспективе Un, нет. un pilnīgi nekādas perspektīvas, nekāda tāda cerīga gala tam neredzu. Безвидно. Pilnīgi neredzams tas, kā tas tālāk būs. Может, вы устали от какого-то преодоления препятствий.
Varbūt esat noguris no kaut kādas šķēršļu pārvarēšanas. Вам всегда приходится что-то отодвигать, что-то доказывать. Visu laiku jums nākās kaut ko it kā pabīdīt, kaut ko kādam pierādīt. Вы устали от этого. Esat noguris no И tā. вы не видите, когда это кончится. Un neredzat arī galu tam, kad tas Вы beigsies хотите vienreiz. покоя, Kad būs miers? вы хотите красоты в жизни. Jūs gribat mieru dzīvē, jūs gribat skaistumu И dzīvē. не видите. Un neredzat to. Господи, просвети нас. Dievs, apgaismo mūs. Все, что нам нужно, внутрь нас есть. Viss, kas mums ir vajadzīgs, tas jau mums iekšā ir. Научи нас брать Dievs, palīdzi mums ņemt, из Твоего Царства. smelties no tavas Потому что Ты valstības. уже отдал. Tāpēc, ka tu jau esi Ты atdevis. разделил с нами Царство. Tu jau dalies valstībā Ты ar отдал mums. нам все. Tu mums visu esi Мы можем iedevis. брать. Un mēs varam ņemt. Римлянам 4:17. Romiešiem 4.17. Можете открыть Римлянам 4:17. Varat lūdzu atvērt Romiešiem Там 4.17. написано об Аврааме Tur ir rakstīts par Ābrahamu и о его Боге. un par viņa Dievu. А связь такая, мы его дети. Un tā saistība ir tāda, ka mēs esam viņa bērni. Авраам поверил Богу, Ābrahams noticēja Dievam, который kurš вот так вот tворит. tieši tā arī rada. Он называет несуществующее. Viņš Kā vārdā существующее. sauc to, kas vēl neeksistē, kā jau esošu. Есть несколько переводов, которые мне очень нравятся. Un ir vairāki tulkojumi, kas man ārkārtīgi iet pie sirds. В одном из них написано, Un vienā no tiem ir что он rakstīts, называет ka viņš vārdā sauc вот это несуществующее, то, чего нет, to, kas neeksistē, kā nemaz как nav, будто это уже есть. jau tā, it kā tas jau eksistētu un būtu. В другом переводе. Jā? О, у вас так? Jā. О. И в другом переводе. Un citā rakstu Бог vietā вызывает из Dievs- небытия в бытие. Dievs no neesības izsauc esībā. Представляете, Iedomājieties, сколько мы можем взять? cik daudz mēs varam paņemt. Сколько? Cik daudz? Очень много. Ļoti daudz. Сколько возьмешь? Nu, bet cik tu pats paņemsi? Ну, слушай, ты можешь не только для себя взять, ты можешь взять для детей, внуков, Varbūt, правнуков. nu, jūs taču varat paņemt ne tikai priekš sevis, priekš saviem bērniem, priekš saviem mazbērniem. Это наследие. Tas ir mantojums. Это наследие. Tas ir И оно mantojums. безмерно. Un viņš ir bez mēra. Безмерно. Bez Мы mēra. просто не можем вместить в своем разуме. Mēs vienkārši to savā prātā nespējam aptvert. Но нам дана вера. Bet mums ir dota Все, ticība. о чем не попросишь. Viss, lai ko tu paprasītu. А может, с 99-го поколения? No 99. paudzes. Бог не сказал, что нельзя. Nu, Dievs nav teicis, ka mēs nevaram paprasīt. Ты Ja? и дом твой, ты Ja? и дети твои. Tu un tavs nams, tu un tavi bērni. Так это только то, что написано. Tas ir tikai tas, kas ir rakstīts. Но часто мы встречаем слово «все». Bet bieži vien mēs sastopamies ar vārdu viss. Всех. Visus. Он исцелил их всех. Visus Он dziedināja. прощает все беззакония. Viņš piedod visus grēkus. Исцеляет все Viņš недуги. dziedē visas vainas. Вот это мне нравится, вот это глобально. Все. Un man patīk tas globālais, jā? Viss. И написано Un ir rakstīts в Ефесянам. Efeziešiem. Он глава церкви, Viņš ir draudzes galva, наполняющий все во всем. kurš piepilda visu visur. Поэтому нет такой пустоты, Tāpēc- которую бы он не наполнил. Tāpēc nav tāda tukšuma, ko viņš nespētu piepildīt. Это касается и физического. Tas skar gan fizisko, Он творит свою правду viņš īsteno savu patiesību до сих пор. līdz šim Nezakončit. brīdim. Он Бог. Viņš ir Dievs. Вот в каждом городе, который мы посещали, Un katrā pilsētā, kur mēs bijām, он показывал удивительные вещи. viņš rādīja brīnišķīgas lietas. Надо было записать. Vai Я это dzē- сделаю.
Dmitrij, vajadzēja Я это ierakstīt. сделала. Мы записывали на камеру все эти Mēs visus свидетельства dievkalpojumus, ja, un visas tās liecības mēs ierakstījām kamerā. Да. И одна женщина, она выходит уже 3 дня подряд, потому что в армии мы были 2,5 дня. Kaut kur viņi bija 2,5 dienas. Мы приехали в пятницу вечером, Piektdienas vakarā все atbraucām, съехались на ретрит, un tad sabraucām и visi вот kopā только сейчас выехали. uz pasākumu, un tikai вот tagad И aizbraucām. вот эта женщина, она пришла вообще, она не знает Бога близко. Un atnāca Nu, kāda sieviete, kura, nepazīst Dievu tuvumā. Un brālis Dmitrijs saka, ka viņa vakar lūdza grēku piedošanu. Она пришла, потому что почитала мою книгу «Выздороветь и остаться в Jā, живых». viņa atnāca tāpēc, ka viņa izlasīja manu grāmatu. И ее привели просто, чуть ли не силой. Un viņu atveda gandrīz ar spēku. И говорят, я слышу за дверью, вон она, вон она, вон Un es dzirdu, ka kāds saka, re, kur viņa ir. А у нас ретрит. Mums ir sanākšana, Это значит, как бы в основном sanāksme. действует Дух Святой. Jā, ko tas nozīmē? Он с нами работает. Tas Мы пришли nozīmē, ka tā ir, для того, чтобы он с нами tā работал. ir tāda sapulces, kā lai jums pasaka, sapulces būtība, kur Dievs strādā ar mums pārsvarā. Nevis mēs ar kādu. Dievs ar mums. Да, и вот Svētais я gars. тоже, значит, она, скорее, женщина, 365 дней в году. Aha. Un tagad liekas tā, sieviete ir 365 dienas, jā, kad var nākt un skriet, un tagad, kad mēs te darbojamies, tagad pēkšņi kādam kaut ko vajag. Знаешь, как эти фарисеи? Jā, kā farizēji. Есть 7 дней в неделю. Jā, 6 дней в неделю. ir 7 nedēļas dienas un ir 6 dienas, kur var Приходи в darboties. 6 дней исцеляться. Jā, Что ты в taču 7 день пришел? 6 dienās var tapt dziedinātam, ko vismaz vai atvilkies 7. Jā, kas ir savats. Слушайте, Klausoties. мы не мудрее Бога. Mēs tiešām neesam gudrāki par И Он Dievu. гораздо добрее нас. Un viņš ir daudz labāks un laipnāks par mums. Labestīgāks. Ой, как я рада, что я, позволила ей исцелиться. Un cik es esmu pateicīga, ka es viņai ļāvu И 3 dziedināties. дня подряд. Я говорю, женщина, рассказывайте, Un рассказывайте. 3 dienas pēc kārtas es viņai saku, sieviete, stāstiet. И каждый раз это свидетельство она рассказывает вот в более колоритном виде. Un katru reizi viņa to savu liecību ar vien krāsaināk stāsta. Плачет и говорит, плачет и говорит. Raud un stāsta. Она говорит, 10, а мы спросили, сколько лет ваша проблема? Un tagad mēs viņai prasām, cik gadi tā tava problēma? Она говорит, Ilga. 10 лет была проблема. 10 gadus bija problēma. Ей сделали операцию на ногу, Brauca, lai operētu kāju, потому что она имела двойной перелом. tāpēc, ka viņai kājā bija divkāršs Она lūzums, упала, поломала ногу, двойной перелом. nokrita un dabūja divkāršu lūzumu. И как-то кости разъехали, что их надо было стягивать, вытягивать и так Un kaut далее. kā tā sanāca, ka kauli sadalījās, un tad vajadzēja viņu stiept un taisnot, Она согласилась на операцию. un viņa piekrita operācijai. В общем, там тоже свои ужасы, потому что под общим наркозом ей боялись испортить сердце. Un tur arī savi visādi, visādas šausmu lietas, jo zem pilnas narkozes baidījās viņai sirdi samaitāt. Да, то есть что-то укололи в спину и как бы работали Jā, с нами. un kaut ko iedūra epidurālo anestēziju un strādāja ar kāju. Но после операции Bet pēc operācijas начались боли. sākās sāpes. Она сказала, что это были адские боли. Viņa teica, ka tādas, ellišķīgas sāpes. То есть она не могла ступить на ногу Viņa vispār nevarēja uz kāju uzkāpt без боли. bez sāpes. Она без препаратов, она вообще ей трудно было жить. Bez medicīniskiem preparātiem vispār bija grūti dzīvot. Она перечислила все эти вот эти вот натирки, чем она могла натирать. Viņa pārskaitīja visus tos šķidrumus, ar ko viņa to savu kāju Она рассказывала про ierīvēja. подушки, которые она подкладывала под ногу. Par spilveniem, kurus lika zem kājas, lai kāju paceltu augstāk. И она, я говорю, женщина, подойдите, мы возложим на вас руки. Зачем же вы будете с болью здесь сидеть? Un tad es viņai saku, sieviete, panāciet, lai jums nav jāsēž ar šīm sāpēm, mēs uzliksim jums rokas un lūgsim Dievu par jums. И мы записали на камеру. Mēs Передать это ierakstījām невозможно. kamerā,
praktiski neticamo. Как она шла вот от первого ряда ко Kā мне viņa сюда. nāca no pirmās rindas līdz mums, līdz vietai. Понятно было, что ей больно каждое движение. Bija pilnīgi skaidrs, ka viņai sāpēja katra kustība. И я помолилась так. Un es lūdzu tā, Господь, я прошу Тебя, kungs, es tevi lūdzu, обрати особенное внимание на эту женщину. pievērs tādu īpašu uzmanību šai sievietei. Ну, вот такая была моя молитва. Tāda bija mana Я lūkšana. попросила особенно. Es palūdzu īpašu uzmanību. Я возложила руку на ее ноги. Es Потом прямо uzliku, сидя здесь, вот так вот uzliku возложила. rokas savai kājai, Я почувствовала огонь под рукой. un es jūtu uguni zem rokas. У нее там стоял стержень, Viņai tur stāvēja stienis, металлический стержень. metāla Потому stienis. что иначе не могли стянуть. Tāpēc, ka savādāk nevarēja tās kaulus savilkt kopā. Ну, любое народное, да, в теле, оно когда-нибудь рано или поздно о себе даст знать, правда? Ja, un jūs zinat, ka jebkurš stienis agrāk vai vēlāk ķermenī liks par sevi manīt. А тут 10 лет. A te 10 gadi Это были боли. un milzīgas sāpes. И мы недолго молились. Mēs nelūdzām ilgi, И я говорю, пройдитесь. un es saku, paieties. Первая реакция. Ой, мамочки. Pirmā reakcija - ak, māmiņ! Все, боль ушла. Viss sāpe bija aizgājusi, viss aizgāja. Она приседала, она ходила, она... Viņa pietupās, viņa staigāja šurpu turpu. И вот она сегодня она пришла, Šodien получается. viņa atnāca pati. Третий раз мы слышим эту удивительную историю. Trešo reizi mēs no jauna dzirdējām šo brīnišķīgo stāstu. Viņa to stāstīja stāvus. Я думаю, надо сходить на рентген, посмотреть. Un es domāju, vajadzētu tikt uz rentgenu un paskatīties, kas tur tagad ir iekšā. Не знаю, он же Бог, может там и стержня уже нет. Nezinu, Dievs ir Dievs, varbūt tur arī stieņa vairs nav. Но мне нравятся такие Bet свидетельства. man patīk tādas liecības. А еще одна женщина сидела вот тоже там, близко. Un vēl tuvu mums sēdēja viena cita sieviete. Что у нее было? Ну, тоже по поводу колена или что-то она вышла. Kaut kas viņai arī bija. Тазобедренный Ar сустав. gūžu bija kaut kādas problēmas. В общем, она упала. Viņa nokrita. Дух Святой ее просто положил на пол. Svētais gars viņu noguldīja. Сначала упала. Ты вызвала ее. Я вызвала ее. Молиться вот за практическая кого-то, да. часть. А. И я вызвала человека молиться за кого-то. Я попросила добровольца молиться. Nē, bija tā, ka tā bija tāda praktiskā daļa visam pasākumam, un es vienu brīvprātīgo izsaucu priekšā, lai lūdzu par citiem. Она вышла молиться за кого-то. Un viņa iznāca, lai lūgtu par kādu citu. А Дух Святой прикоснулся к ней. Bet svētais gars pieskārās tai brīvprātīgajai. Она пролежала там Viņa какое-то tur время. nogulēja kādu brīdi, И я не знаю, как мы к этому добрались. un es nezinu, kā mēs līdz viņai В tikām. общем, она сняла очки. Viņa noņēma brilles, Там плюс... Она говорит, вы не понимаете, это мне нужно для работы. ja, un viņa saka, nu jūs nesaprotat, man brilles ir vajadzīgas darbam. В общем, она начала читать без очков. Un viņa iedevām lasīt materiālu, un viņa sāka lasīt bez tām brillēm. И сколько до ночи вот мы в служение проводили, столько она в эту Библию и туда Да. читает, и туда. И Дима снимал это все на камеру. он līdz Она pat- по новой Писание читала, потому что без очков. Un līdz pat vēlai naktī, kamēr mēs tur kalpojām, lūdzot, viņa ar to bībeli uzšur i tur. Un kā no jauna svētos rakstus lasīja, jo pirmo reizi lasīja bez brillēm. Как будто она первый раз видит это Писание. Jā, it kā Удивляется. pirmo reizi Dieva vārdu redzēt un brīnītos par to, ko redz. Да. Какая-то женщина пришла с костылем, Kāda sieviete atnāca ar kruķi, и тазобедренная сустав. у jā, нее un там viņai давно. bija problēma ar šo gūžas В общем, kaulu. Бог поправил все и всех. Un Dievs salaboja visur visus. И так какие-то интересные вещи в каждом городе. Un tā katrā pilsētā tādas interesantas lietas notika. Я, конечно, хочу, чтобы начало слово знание, чтобы Бог что-то высвобождал. Но пока как бы вот Ja? Man, protams, Jā, gribās, viņš lai to Dievs dotu tādu atziņas runu, ka es saku, ko Dievs šajā brīdī kādam no jums dara, bet pagaidām ir klusums. я думаю, что много проповедей в один день это тоже много. Un es domāju, ka daudz sprediķu vienā dienā ir par daudz. И я столько говорила дней подряд, Es tik daudz dienas pēc kārtas esmu runājusi, и Бог, Он подтверждал.
Un Dievs vienmēr apliecināja Поэтому давайте teikto. просто мы дадим место для творческой его силы. Un tāpēc dosim vietu Dieva radošajam spēkam. Хочется прикоснуться ко всем. Gribās visiem, katram no jums И я pieskarties. думаю, что это реально. Un es domāju, ka tas ir reāli У šodien. кого-то есть сейчас боль? Vai kādam ir no jums Какая бы то sāpes ни была. dotajā brīdī, lai kāda tā nebūtu? Да? Līgai. Есть. Jā. Galva. Да. 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 Давайте так, чтобы было Я люблю, когда... Разволновалась. А зачем вы волнуетесь? Внучка заболела в пятницу, везли в Ригу ее в больницу. И констатировали диабет. Очень тяжело, 24, я не знаю, как это называется. Внучке констатировали диабет. Mazmeitai konstatēja, Sendijai meitenei, ja, konstatēja diabētu. Но я не буду с вами плакать. Es neraudāšu Я viņu по-другому kopā. себя веду в этом отношении. У меня тоже есть внуки. Man arī ir mazbērni, И мы знаем, что делать. un mēs zinām, ko darīt. Вы можете согласиться с этим Jūs varat tam и биться piekrist, головой об стенку. vai arī sist ar Потому что то, galvu что pret констатировали, sienu. это отвратительно. Отвратительно. Да. Jā, Но это не tas больше ir, Бога, нет? jā, slimība. Это не ir больше tikai. Бога, нет? Диабет не больше Бога? Nu, diabēts nav taču Не lielāks больше. par То есть есть Dievu. о чем радоваться. Tātad mums ir par ko Вам нужно priecāties. перевернуть. Вот этот вчерашний Vajag день otrādi apgriezt šī Бог все время vakardiena. показывал, что Он переворачивает лопатой эти ситуации. Dievs visu laiku rādīja, ka viņš burtiski kā ar lāpstu otrādi apliek visu šo Бог всегда дает situāciju. будущность и надежду. Dievs vienmēr dod cerību un И это не nākotni. останавливается только на одном роде. Un tas nekad neapstājās tikai pie vienas paudzes. Tas pāriet no paudzes paudzes. И перевернуть ситуацию. Un arī jūs varat iedurt šo lāpstu un apgriezt to. Только что мы говорили. Mēs Как tikko par говорит to Господь? runājām. Пустота. Вот пустота. Все. Проблема. Пустота у меня в душе. Что делает Бог? Он оформляет эту пустоту. Он дает этому смысл. Он рисует другую картину. Jā, tātad, ko dara Dievs? Liekas tāda situācija tukšums sienā. Ko dara Dievs? Viņš rada, viņš piepilda, viņš pagriež šo situāciju pilnīgi otrādi. И Он показывает нам это Un viņš mums to parāda внутри. iekšēji. И мы внутри ловим из духа. Un mēs iekšēji to satveram no Мы gara. смотрим Слово. Skatāmies Dieva Бог vārdu, говорит нам. un Dieva vārds mums saka, Мы уединяемся с Ним. И mēs, Он открывается. mēs paliekam kopā ar viņu, un viņš mums atklāja. Я говорю об отношениях с Богом. Es tagad runāju par attiecībām ar Но Dievu. если это ваша внучка, Ja tā ir Vaša jūsu внучка. mazmeita, точно ваша? Точно? Тогда вам нечего бояться. ja tā ir tiešām līgu tava mazmeita, tad nav ko baidīties. Спасется весь дом. Tāpēc, ka, ja tici tu, tad tavs nams tiks glābts. Если бы вы так думали, вы бы не переживали до головной боли. Ja jūs tiešām tā domātu, tad jūsu galva šodien tā Дело nesāpētu. в том, что переживания не Jā. спасают вашу Ziniet, ko, ka satraukšanās diemžēl neko nemaina situācijā. Как справиться с этой ситуацией? Tā, У вас kā прозвучал tikt, вопрос. jā, jautājums no līgas puses, kā tikt galā ar šo situāciju? Ситуация той, которая сейчас, ну, у нее еще один ребенок у дочки, а сейчас они обе, мать и дочка, должны быть. Давайте заглянем в больнице. Писание. Вот вы не знаете, А где вы они должны быть. На самом деле вы не знаете, где они должны быть. Сказали, Это нет. врачи сказали. Да. А Бог говорит, обратись ко мне. Jā, Я целитель твой. Предайте пути в руки Господу, Я. и предприятия ваши состоятся. jā, Обратись ко мне, воззови ко мне, позвони ко мне, говорит Господь. Я покажу тебе, я отвечу тебе, говорит Господь, и покажу тебе велико недоступное, чего ты не знаешь. Но открывается. Но, слушайте, но страх открывает поры физически. И Я. так люди заражают через страх. Страх — это орудие сатаны. Как с этим справиться? jā. Bailes tas ir ierocis Sātana rokās. Вам придется поработать теперь. Jā, tagad jums nāksies pastrādāt pie Сатана sava бросил вам prāta. этот вызов. Jā, Vēls burtiski iemeta šo izaicinājumu. А Бог говорит, а я заплатил кровью за твой Dievs дом. saka, es par visu tavu namu ar savām asinīm esmu 14 главе Исход samaksājis. написано, Агнец был заклан за семейство. Otrā Mūzus grāmata, 14. nodaļa, ka Jērs tika nokauts par visu Поэтому кровь ģimeni. Иисуса защищает весь наш дом. Tāpēc Jēzus
Jēzus asinis sargā visu mūsu namu. И когда вы верите в это Богу, это происходит. Это Un tad, kad осуществляется. jūs ticat tam, ko Dievs teica, tad tas notiek. Потому что Tāpēc, ka вера есть осуществление ожидаемого. ticība ir paļaušanās uz to, kas cerams, И уверенность в невидимом. pārliecība par neredzamām lietām. Вы не видите решения. Jūs neredzat risinājumu. Вы не понимаете, как с этим справиться. Jūs nezināt un nesaprotat, kā ar to tikt galā. И врачи сказали неутешительные вещи. Un ārsti nepateica mierinošas domas, Но вы высвобождаете свою веру. bet jūs atraisat savu ticību uz to, ko Не Dieva оставлю, vārds не saka. покину. Ka es jūs neatstāšu, nepametīšu. Amen. Это значит, вы с ним вместе в этой ситуации. Tātad šajā situācijā Dievs ir ar И у него jums. точно есть решение. Un viņam 100 punkti ir izcinājums. Amen. Ne tikai Мы знаем, что ранами его mēs zinām, ka viņa brūcēs. мы исцелились. Mēs esam dziedināti. И обетование Святого Духа Un svētā gara apsolījums принадлежат нам и pieder детям mums нашим. un visiem mūsu bērniem. Деяние 2:38. 2:38 apustuļu darbi. Amen. Это завет Бога с человеком. Tā ir Dieva derība ar cilvēku. Дух мой, который на тебе, Dieva gars, kas ir pār tevi. и слова мои, которые я вкладываю в твои уста, Un tie vārdi, ko es ielieku tavā да не mutē, отступят от уст твоих lai neatkāpjas no tavām lūpām и от уст потомков твоих un no tavu и pēcnācēju от уст lūpām потомства потомков твоих un no nākamajām paudzēm, отныне и во веки. no šī brīža mūžīgi. И вначале написано, вот завет. Un tur ir rakstīts, Это tāda ir derība. Tā ir Это то, что Бог derība. не нарушит. Un tas Dievs nekad to tam nepārkāps. Поэтому берем лопату Tāpēc ņemam и lāpstu переворачиваем ситуацию. un šo situāciju apgriežam otrā. Как зовут вашу девочку? Sendien. Сэнди. Tā. Нет, подождите, это уже другая. Минуточку. Я- Это точно так же решается, как все остальное. Jā, Вы открываете рот и творите другую ситуацию. jā. Tātad, Может быть, одного раза недостаточно. jā, но tātad что? ir tā, ka mēs varam savu muti vaļā un sākam apliecināt to, ko neredzam, bet kam ticam. Ar pārliecību, ka tas tā būs. Я человек, который в завете с Богом. Es esmu cilvēks, kas ir derībā ar Dievu. Я знаю, что я с Богом в завете. Es zinu, ka es esmu derībā ar Dievu. И Бог дал мне власть Un Dievs man ir devis varu наступать на всякую силу вражью. stāties pretī visiem sātana uzbrukumiem. Болезни не от Бога. Slimība nav no Dieva. Я наступаю на эту болезнь диабет. Un mēs stājamies pretī šai diabēta slimībai. Во имя Господа Иисуса Jēzus Kristus vārdā. я провозглашаю, Es pasludinu, что дела дьявола в моей семье разрушены. ka sātana darbi manā namā ir izjaukti. Написано. Ir rakstīts 1 Иоанна 3:8. Jāņa 3:8. Сын Божий приходил, чтобы разрушить дела дьявола. Jo Dieva dēls ir nācis, lai izjauktu. И я исповедую это в свою семью. Un es to Дела дьявола в моей семье разрушены. Sātana darbi manā ģimenē ir Иисусом izsātīti Христом. ar Jēzu Kristu. Иисус, Агнец Божий, Jēzus Dieva jērs был заклан за мое семейство. tika nokauts mana nama dēļ. Я призываю кровь Иисуса Христа Es piesaucu Jēzus Kristus в asinis, очищение моего семейства, lai šķīsta manu namu, в защиту моего lai семейства. sargā manu namu. Я беру власть Es ņemu varu над всяким диагнозом, высказанным в мою внучку. pār visām diagnozēm, kas ir izteiktas pār И manu властью имени māsmeitu, Иисуса я разрушаю это слово диабет. Разрушаю. un es sagrauju Jēzus Kristus vārdā šo diabētu. Кровь Аминь. Иисуса. Jēzus asinis. Благодарю Тебя, Господь, Kungs, es tev за раны, которой моя внучка исцелена.
kurās man mēģina dziedināt. Я высвобождаю на это свою веру. Es atbrīvoju savu ticību. Я и мой дом будем живы верою, Es un mans nams, mēs dzīvosim ticībā, а не видением. nevis skatīšanā. А теперь, вы видели то, что написали врачи, да? Видели? Нет, они еще там мне только разговаривали. Значит, берем все, что они разговаривали. Tātad Берем paņemam один visu мешок. to, ko ārsti ir pateikuši, visu to ieliekam vienā maisā. Представьте, что эти слова живые, там, диабет, Jā, jo плохо, tie vārdi ir dzīvi, Сложите весь diabēts, мешок. Все эти slikti, слова, они живые. visu to vienā maisā. И мы отправляем на Голгофский крест. Un visu šo maisu aizsūtam uz Jā. Jēzus Krustu. Вот такое сделайте Golgātas. пророческое, потому что Он уничтожил всякое Писание, которое было против нас. Вот все, что высказано против нас, разрушено. Tāpēc, ka Проклятие viņš ir болезни iznīcinājis разрушено. jebkuru rakstu, kas ir bijis vērsts pret mums. И назовите несуществующее, как существующее. Назовите свою внучку исцеленной. Un nosauciet to, kas vēl neeksistē, kā eksistējoši. Pasakiet, ka jūsu Viņa ir dziedināta. mazmeita ir dziedināta. Amen. Amen. Аллилуйя, Аминь. соглашаемся. Мы соглашаемся. Соглашаемся. вместе. Прости тебя, Господь. Подтверди Во имя своей Иисуса. печатью. Поставь печать на слово, которое сказала она. Ибо написано, что ты приводишь в исполнение слова своих посланников. Ты приводишь в исполнение. Господь, мы призываем Твою руку, которая не сократится. Приведи в исполнение ее слово. На ее семью, на ее внучку. Благодарим Тебя, Дух Святой, за Твою печать, на истину, которая делает нас свободными. Благодарим Тебя, Христос жив. Благодарю Тебя за раны, которыми исцелена она, ее семейство. Благодарю Тебя, Господь. Аллилуйя. Вот так мы переворачиваем ситуацию. Только не Да, говорите да, завтра mēs- то, что скажут врачи, хорошо? Šo Держитесь situāciju того, что вы уже apvēršam сказали. otrādi. Un, lai ko Tverdo teiktu держись takseri, своего turieties pie исповедания. tā, ko tu jau esi Пока ты apliecinājis. не увидишь это. Līdz Поэтому brīdim, духу страха kamēr я tu не to буду ieraudzīsi. Un Не pasaki, боюсь больше. Да, ну мы что, я беспокоилась, Es vairāk поэтому... arī А nebaidos. головная боль выскочила? Мне Nu, интересно. galvā arī vairs Попробуйте. nesāp. Liekas, ka nē. Кажется, что нет. Кажется. Кажется, Man что tikai нет. tagad pašai spēku un nesaprotu, ka man tas mazais un darbs un viss. Дай viss Бог мне ienāk теперь kopā. силы, чтобы, потому что у меня маленький, и работа, чтобы я совсем справилась. Nu, Будем думаю, что- лопоту брать. Мы отдали предприятие в руки Господа. Mēs jau to я visu уже esam. дома даже так сказала. Головная Господи, боль если осталась? В твоих руках Так. все. Присядьте, Amen, amen, пожалуйста. amen. Властью имени Иисуса Христа я связываю все, что создает эту головную боль. Благодарю Тебя, Дух Святой, Ты справляешься, это лучше, чем мы с этим. Благодарим Тебя, Целитель наш. Я запрещаю этой боли, я запрещаю страхам, беспокойству. Именем Иисуса, Господь, Ты вводишь нас в свой покой, в котором можем слышать Тебя, понимать, принимать от Тебя, Господь, и меняться. Un izved cauri, Благодарим Тебя, izved Господь. cauri uzvarāšanu. Благодарим Тебя, Господь. Jēzus vārdā. Хор варена проворотури. Благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя. Slavu, Попробуйте. slavu. Слово Божье живо, Слава. действенно и совершает то, для чего Он его посылает. Аминь. Amen, amen, amen. 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 Что? Nē, nevajag atkārtot. Viņa vienkārši pateica. Jā, negovoriš, что мне надо... Попробуйте. Есть еще головная Ja боль vēl или нет? galva, sāp galva vai ne? Nē, man te vienkārši dūra, tas aiz uztraukumā. Там было как такой дуринс. Koļš. Сейчас есть? Сейчас нет. Нету. Аллилуйя. Slava Dievam. Аминь. У кого еще что-то колющее, режущее? Kam vēl ir kaut kas, kas griež vai dur kaut kur? Аллилуйя. Я думаю, что мы должны где-то вот уже играть, потому что, я думаю, надо переходить к Духу Святому к действию. У кого состояние поясницы тяжелое? Поясница. Kam ir tāda smaguma sajūta vidukļa zonā? Хорошо. Ну, в смысле, нехорошо, мы... Вот я ждала этого просто слова знания. Бог показывает на поясницу, потом поддержите себя. Jā, вы. tā. Dievs rāda uz muguras daļu. Вот, я попрошу тех, кто поют, девочки, Es palūkšu что-нибудь visus tos, такое kas dzied, тихонечко, kaut ko тихонечко, так, mierīgu. чтобы мы были в климате, оставались. Lai mēs Мы приглашаем Тебя, tajā Дух Святой,
Jā, kungs, mēs Приглашаем Тебя, aicinām Дух svētais Святой. Да, gars. хорошо. Amen. Мы приглашаем Тебя, Господь, Да, да. каждую клеточку естества. Jā, katru Просто šo дыши, esības Дорогой Иисус, šūnu. Ты все ставишь на свое Jā, место. kungs, tu esi А мы tas, будем kas за вас visu молиться. atjauno. Хорошо? Un mēs lūgsim Dievu Аллилуйя. par jums, ja? Аллилуйя. Krēslu varbūt salas vēl oficiāli. Мы здесь стоим.